В эфире «Якутск сегодня». Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Екатерина Голикова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня с нами Аркадий Семенов, директор парка «Ленские столбы». Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. И с нами Алексей Васильев, директор компании «Партнера Орион». Алексей Николаевич, добрый день. Добрый. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем сегодня про зимний туристический сезон «Ленские столбы», который уже завершен, поэтому наша программа про итоги. Я передаю слово Аркадию Анатольевичу вам и рулите эфиром. Спасибо. Хотелось бы, конечно, во-первых, поблагодарить всех жителей и гостей республики за то, что в этот год так массово решили к нам приехать, отдохнуть, полюбоваться нашими красотами и оценить ту работу, которую мы сделали на протяжении 2 лет. Это обустройство новой экологической тропы. Действительно, оценить могли многие. Извините, сразу вставлю свои 5 копеек, потому что было легко добраться. С автовокзала ходили автобусы 2 раза в неделю, было удобно. Да, вот с этого года такое новшество ввели, и именно благодаря нашим партнерам это тоже один из проектов был реализован. Я уверен, что с следующего года это будет ежегодно, и чем больше автотранспортных компаний, которые осуществляют профессиональную перевозку, самое главное, безопасную для людей, это будет, наверное, очень здорово. Что касается вообще туристического сезона этого года, мы в начале года для себя поставили амбициозные планы. Мы установили такую, когда-то, допустим, лет 5 назад недосягаемую планку в 50,5 тысяч туристов в год. На самом деле все сотрудники учреждений переживали, сможем ли мы принять такое количество гостей, насколько это будет сложно и вообще стоит ли ставить такие высокие планки для себя. Но по итогам зимнего туристического сезона я хочу отметить, что мы побили все исторические рекорды. В этом году только вот за январь, февраль, март и 15 дней апреля, 7 дней апреля, нас посетило больше 35 тысяч человек, если быть точнее, 35 233 туриста. Это абсолютный рекорд по зимним турсезонам, потому что ровно 10 лет назад, в 2016 году, их было чуть больше, около 4 тысяч человек. За эти 10 лет действительно зимний туризм очень сильно развился у нас в республике. И непосредственно на Ленских столбах это вот то, что ежегодно мы обустраиваем, прокладываем автозимник к подножию Ленских столбов, дает возможность простым гражданам более комфортно и, самое главное, бюджетно приехать к нам и посетить, и насладиться нашими просторами. Конечно, безусловно, основной поток пошел на весенние месяцы, на март, апрель, когда в день нас посещало больше 2-3 тысяч человек. Я сразу скажу, что здесь есть над чем нам еще раз задуматься, есть над чем работать, потому что такого потока действительно мы не ожидали, что такой поток будет. Но сейчас со следующего года, уже с этого года будем готовиться для того, чтобы все-таки готовым принимать еще больше туристов. Конечно, вот такие новшества людей заинтересовали. Это новая тропа проложенная, да, там есть хорошие площадки для отдыха, стало легче подниматься. И есть возможность сфотографироваться, есть возможность даже бракосочетаться на Ленских столбах при этих красивых таких видах, пейзажах. А что еще будет для большего комфорта людей, для того, что их как-то смотивирует на поездку в следующую зиму, в следующую весну? Что вы придумываете? Я сейчас одну вещь скажу, на самом деле, наверное, благодаря, а точно благодаря нашим международным играм «Дети Азии», которые проходят здесь и в зимний, и в летний сезон, огонь для этих добывает непосредственно у подножия Ленских столбов. И вот в прошлом году, в очередное год проведения зимних игр «Дети Азии», была организована совместно с фондом, с нами и Министерством спорта республики, нашим партнером площадка, куда входили
ледовый городок, куда входил хоккейный корт, ну и все остальные горки и другие мероприятия. Да. Вы все знаете, что прекрасно, что в прошлом году в этот период приезжали наши олимпийцы, прославленные, да, хоккеисты, 12 олимпийских чемпионов. Да, которые играли у подножия Ленских столбов в хоккей с командой Республики Саха-Якутия. Это было незабываемое зрелище. Тогда в день нас посетило около 10 тысяч человек. Это было на самом деле очень здорово. Но такие событийные мероприятия необходимо и проводить и дальше, ежегодно, надеюсь, будем в этом плане. Ну вот это было начало положено такому масштабному проекту, и уже после этого, обсудив с Алексеем Николаевичем в прошлом году, что мы будем делать в этом году, мы решили продолжить. И сейчас уже говорим, что на следующий год надо еще более делать, создавать условия. Ну, Алексей Николаевич сам об этом расскажет. Я уверен, что мы все-таки уже на протяжении 2 лет начали создавать более комфортные условия, ну, место отдыха для людей, для отдыха, для детей и для гостей. Алексей подробно сейчас расскажет об этом. Надежный вы партнер, потому что заинтересованы, видно, имеется что... опыт таких подобных проектов. И с прошлого года, 24 года, по заказу детей, дирекции «Дети Азии» сделали там площадку, ну и пробно сделали ледовый городок. И проект оказался, ну, про рентабельность пока рано говорить, да, это же все-таки 200 километров от Якутска. Это делать городок в черте города и в 200 километрах, где нет электричества, никаких инфраструктурных тех присоединений, там другой вопрос. Оттого еще более загадочнее вот эта вот подсветка шикарная на мы Ленских решили столбах. в прошлом году впервые сделали подсветку, 500 метров мы сделали. И это позволило продлить деятельность парка до 22 часов вечера. Это и есть самое главное, наверное, подспорье, чтобы увеличить поток. Поток не только в парк, национальный парк Ленские столбы, но и весь Хангаласский луз оживился, да? По пути следования на Ленские столбы, там все туристические объекты по пути увеличили свою выручку 2,5 раза. Ну, это минимум. Потом в этом году мы, конечно же, увеличили ассортимент, то есть еще проложили 6 километров по предложению Аркадия Анатольевича, 6 километров автотропы. Это мы сделали доступ к крайне недоступным грядам Ленских столбов, самые красивые, прямо как стена. И подсветку сделали уже не 500 метров, а 3 километра. Да. Я хочу остановиться вообще на подготовительных и организационных моментах. Можно еще про подсветку скажу. Среди моих знакомых есть творческие люди, которые вот как раз ездили на автобусах с автовокзала, и они очень жалели, что не могут остаться вот именно до конца, до 22 часов, когда эта подсветка прям будет, да, и кто-то даже жалел, что нельзя переночевать и потом встретить рассвет на Ленских столбах, чтобы такое вдохновение поймать. Такие проекты тоже есть по будущему. Вообще по инфраструктуре, если сказать, это с каждым годом постепенно надо делать инфраструктуру, потому что там ничего же нету, да. Точка общепита. В этом году мы попробовали, увеличили, да, точка общепита, поставили 50 квадратных помещения. Опять же, это надо монтировать, демонтировать, убирать. Кроме того, мы должны увеличить сам срок работы парка. Не 1 месяц, а 2 месяца. Да, вот тогда можно говорить и рентабельности. И кроме всех этих мероприятий, мы 2-й год уже делаем фестиваль, большой фестиваль ледовых скульптур. Вы знаете, что наши якутские мастера самые именитые, самые такие в мире тоже чемпионы Китая, Европы, Канады, Америки, многократные. Да. И они, 12 команд в этом году участвовало. Мы этот фестиваль сделали тоже за счет собственных средств ООР. Но если найдется спонсоры и так далее, это можно делать на мировом уровне. Все вот эти мастера, они общаются в своей ассоциации, да, по всему миру. Китая, там, Монголии, там, Европы. Все ждут приглашения в Якутию. А как иначе на Ленских столбах надо делать такие международные
фестиваля на хорошем уровне организации. Это уже задача непростая, потому что хочется же это место сохранить и Ну, какой-то конечно, первозданности. мы же не трогаем все эти непосредственно столбы, мы все на поверхности льда. То есть ленинские столбы — это фон, очень хороший фон. Ну, конечно, мы все работаем, соблюдая все вот эти традиции, природоохранное законодательство и так далее. В первую очередь на это обращаем внимание и безопасность гостей. Вот. Что еще можно сказать? Ну, Про безопасность можно сказать, что должны учитывать и туристы, которые посещают Ленинские столбы зимой, что важно. Может быть, какая-то обувь нужна обязательно. Вот эти палки для ходьбы, хорошо ли это? Вы понимаете, что, наверное, это, наверное, для нас одна из самых больших и больных тем, наверное, да, вот мы сколько лет, 10 лет занимаемся организацией зимнего туризма на территории Нацпарка, и вот уже только вот сейчас люди начинают понимать, что для природы, для таких объектов, как Ленинские столбы, необходима специальная обувь. Зимой же мы все ходим в унтах, и люди также приезжают в унтах. Да, они теплые, да, они удобные, но они не предусмотрены для именно восхождения и спуска. Валенокная подошва, она очень скользкая. И у нас структура снега сегодня такая. В отличие от других регионов, у нас климат сухой. И снег, он сам по себе, как бы, так как он сухой, он очень скользкий. Поэтому вот за все эти годы вы не поверите, что мы только не пробовали. Мы и золу сыпали, и песок сыпали, и гравий, и отсев мелких фракций сыпали. И, наверное, вот в этом году приняли правильное решение. Купили ковролин и постелили его практически на всю длину Ничего себе, тропы. задачка. Да, знаете, что единственная ошибка, что надо было красного цвета покупать, тогда была бы как в Каннском фестивале красная дорожка. Но это еще все впереди, но я уверен, что мы все это сделаем. На самом деле, вот действительно, что касается обуви, что касается формы одежды, потому что подъем достаточно тяжелый. Нужна одежда, которая дышит. Вот смотрите, я всегда думаю про то, что подъем действительно тяжелый, да. Это, не знаю, как в прорубь окунуться. Без подготовки, мне кажется, сложно. А идут люди достаточно пожилого возраста, и дети, и вот все друг друга вроде как. Нужно ли настолько? Может быть, достаточно, там, не знаю, чуть-чуть подняться и спуститься? Да. Знаете, здесь есть такое... Люди сами, никто же никого не оставляет. Если люди идут, мы для чего, вот скажу, начну с того, для чего мы сделали вот эту новую, обустроили новую тропу. Старый был очень крутой подъем. И там было действительно очень тяжело. Сейчас мы ее удлинили, и, безусловно, он намного пологий, идти комфортно, но самое главное, не спешить. Надо идти со своей скоростью, неважно, сколько времени уйдет на подъем и на спуск. Обычно же пытаются одномоментно быстро, чем быстрее поднимемся, тем типа лучше. Быстро поднимешься, во-первых, ты будешь, у тебя одежда вся промокнет, будешь как с проруби вышел, да, и потом на ветру наверху это может продуть очень быстро, и тем самым можно... Одежда разная нужна. В одной ты приезжаешь туда, а другую ты надеваешь, пока ты еще же спускаться, как тяжело. Сегодня на рынке огромное количество одежды, которая именно подходит для спортивного туризма. И я уверен, что нужно именно одеваться и именно в такую специальную одежду и обувь для того, чтобы более комфортно пребывать и чтобы не скользко было и так далее. Это очень самое главное здесь. А во всем остальном... Да, мы доделаем в этом году по плану все работы, которые мы сделаем, не доделали. В любом случае, по обоим сторонам нашей тропы будут перила установлены. Да. В тех местах, где у нас раньше было 200 остановки, сейчас их 9, вообще по проекту 11. Да. Поэтому мы в любом случае будем все это обустраивать местами отдыха, скамейками, аншлагами, все необходимой информации для туристов об объектах животного мира, о природе, о создании и вообще о величии того, чем сегодня являются Ленинские столбы. Не просто же он стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
И это информационное шлаги мы в этом году до конца года все установим. Я думаю, оно будет еще с каждым годом преображаться. Реконструкция и обустройство этой логической тропы у нас подразумевает еще 2 этапа. По идее, там должны стоять у нас и визит-центры, и малые архитектурные формы. Сегодня там стоит, часовню поставили. Это, я уверен, что она сейчас с июля месяца заработает, и брачующие могут уже все это... Венчаться там можно. Да, венчаться смогут. Кроме того, мы хотим сегодня, как-то начинает развиваться малая авиация. В любом случае, наверху мы хотим поставить вертолетную площадку. Это необходимо, потому что это веяние времени. И сегодня, да, если человек может себе позволить прилететь на вертолете к нам, до милости просим. Я думаю, со следующему году мы этот проект реализуем, и, безусловно, будет все хорошо. Ну и еще одна самая главная проблема, которую нам необходимо решить, это, конечно же, благоустройство, это благоустроенный туалет. С этого года стартовал новый у нас проект «Экологическая безопасность». В рамках этого проекта предусмотрены огромнейшие средства для особо охраняемых природных территорий федерального значения. Да, это для обустройства экологической инфраструктуры на объектах, на туристических объектах федеральных ОПТ. Сегодня мы открыли свой проектный офис, занимаемся подготовкой проекта для того, чтобы в следующий год мы были уже готовы и с официальными проектами, хорошими проектами защищались и получили это финансирование. Это необходимо, это веяние времени. Сегодня вообще бюджет давно перешел на программу целевой метод финансирования. Да? И проекты, вот те проекты, которые мы считаем, что необходимо будет внедрить на территории нацпарка, мы это делаем. Ну и, безусловно, в Ледовом городке, вот Алексей тоже говорит, с следующего года тоже нужно это сделать. Много вариантов каких-то, ну, определимся на каком-то, потому что в любом случае река это наша мать, это наша кормилица Лена, да, и в любом случае мы должны после себя оставить ее в таком же чистоте, в какой она и была. И здесь это приоритет. В любом случае мы за этим следим, и это самое главное. Поэтому будем стараться делать все возможное для того, чтобы все-таки комфорт присутствовал непосредственно даже на нашей труднодоступной территории. Да, и если летом это теплоходы, да, то все-таки зимой там получается, что да. Зимний туризм сам по себе, да, экстремальный. И тем более, когда восхождение, тоже надо следить. То есть соответствующим обуви и костюме, это тогда само собой. Ну, там не обязательно по восхождению на самом деле. Там сам вид Ленских столбов, его энергия. Я тоже так думаю. Да, очень так действует что на человека. Не всем вообще. нужно рваться вот наверх. И каждым годом мы будем увеличивать, конечно, ассортимент. Да? Не только восхождение, не только Ледовый городок. Это же автотропа. Это автотропа в этом году пробная. Люди сначала не понимали. Сейчас только к концу сезона начали понимать. И это на своей машине едешь 6 километров, останавливаешься, касаешься Ленских столбов, заряжаешься энергией, фотосессией и так далее. Это один из видов услуг будет. Это будет дальше развиваться. Кроме этого, отдельные зоны тоже будут много всяких идей у нас есть. Сами отдыхали на Ленских столбах этой зимой? Вы сами, получается, у вас среди вашего... выходные там были. Серьезно? Нет, именно для отдыха-то, для работы это понятно. Я пока даже на восхождение не ходил, честно говоря. Ну, я вам скажу, что у нас, когда на территорию приезжает больше 3000 человек, здесь нужно не отдыхать, здесь нужно всем коллективам сплачиваться и проводить ту работу для того, чтобы не каждый турист не остался без внимания. Очень много нюансов. Ну, вот как вы сказали, кто-то хочет куртку снять, кто-то хочет чай горячий попить, кто-то хочет. У нас недостаточно сегодня, к сожалению, домиков, которые мы можем там арендовать. Это на самом деле сложно, и поэтому все хотят приехать, и все хотят после
на морозе, чтобы не стоять, хотят зайти в теплое помещение и немножко отдохнуть, покушать, что-то вот такое. У нас время подошло Да. к концу. Я желаю, чтобы у вас была такая возможность. Что-то еще? Да, немножко расскажу про... Ой, у нас мы уже совсем не успеваем. У нас 10 секунд остается. Я Хорошо. благодарю вас. Вам удачи. Пусть все получится, что запланировали. Друзья, через короткие 4 минуты мы вернемся и будем говорить про предстоящий благотворительный концерт. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии гости, я рада их представить. Это Дмитрий Паньков, руководитель регионального отделения Народного фронта в Республике Саха-Якутия. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Тимофей Васев, Пасёв, координатор молодежного движения Народный фронт. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем о благотворительном концерте, который пройдет 23 апреля в 18:30 в культурном центре имени Алексея Кулаковского. И нам нужно привлечь больше внимания к этому концерту, рассказать о том, кто будет выступать, кого вы ждете в зрительный зал. Дмитрий, пожалуйста. Действительно, очень своеобразный концерт. Впервые он проходит. Мы понимаем, что много было различных благотворительных концертов, которые проводились для поддержки участников специальной военной операции, но здесь немного иначе. У нас на сегодняшний день на всей территории Российской Федерации и не только есть огромное количество волонтеров СВО, то есть это новое событийное волонтерство, да, которое объединило в себе, я думаю, уже, наверное, если не миллионы людей, точно сотни тысяч, если только наши народные полки, а народные полки появились благодаря Народному фронту, это что собой подразумевает? Это объединение различных волонтерских организаций под эгидой Народного фронта, то есть совместная деятельность. И действительно эти народные полки на сегодняшний день насчитывают тысячи и тысячи человек. И вот здесь как раз мы прорабатываем с нашими коллегами, это волонтерское движение «Добровольцы», в первую очередь у нас Архипченко Светлана, она и член регионального штаба Народного фронта, и вообще вот руководитель вот этого добровольческого движения «Добровольцы», которое объединило в себе более, по-моему, 60 даже различных волонтерских начинаний. То есть это не обязательно волонтерская организация, это и трудовые коллективы, которые отозвались на клич помочь фронту именно плетением маскировочных сетей, шитье от нательного белья до амуниции. Это большой пласт работы, и, конечно, мы о них можем говорить бесконечно, и правда, это огромная поддержка для всего фронта, для всех ребят. Но и они сами нуждаются на сегодняшний день в поддержке. А какая им нужна поддержка? Конечно же, это необходимо те материалы для вот этих теплых рук. Не нужны материалы, чтобы дальше продолжать эту деятельность. Плести сети — очень дорогие материалы на самом деле. Это все привозное. У нас производства нет, особенно в Якутии. И на сегодняшний день, да, вот этот концерт, он направлен именно на сбор для волонтеров СВО. И оставшиеся средства, конечно же, пойдут на именно помощь участникам специальной военной операции. Хочется, конечно, больше подробнее про концерт непосредственно. Там будут принимать участие непрофессиональные коллективы. В основном это будут те же волонтерские коллективы, те же наши ребята. Вот ребята из молодежки Народного фронта будут, например, стихи читать, различные танцевальные номера. Например, есть такая школа, не школа вокала, то есть это непрофессиональные абсолютно вокалисты, люди, которые любят петь в караоке или хотят научиться петь в караоке. Они тоже отозвались, и для них это и возможность выступить, проверить свои навыки уже, которым они научились, и плюс, конечно же, поддержать, самое главное, поддержать наших добровольцев, которые, действительно нуждаются в этой поддержке. Мы, благодаря фонду «Все для победы», максимально тоже их поддерживаем, закупаем вот с этих федеральных сборов, с нашего регионального сбора различные материалы, но, увы,
настолько нехватка идет, это настолько они действительно сплотились, выдают вот этот продукт, который непосредственно туда идет, и одеяла там антидронные, да, вот эти, точнее, антитепловизионные. То есть это же все материал, это много. Большие средства нужны, и вот для этого мы проводим такой концерт. Повторюсь, он будет проходить у нас 23 числа в ДК имени Кулаковского, 18:30. Мы очень всех ждем. Вообще это будет... В основном это и придут волонтеры СВО, они будут там знакомиться, то есть это своего рода даже поддержать друг друга, похлопать по плечу и действительно посмотреть друг другу в глаза, потому что некоторые из абсолютно разных районов республики приедут. И они, может быть, и по телефону, в WhatsApp где-то там общались, ныне запрещенный, кстати, вот, где-то общаются в социальных сетях, но вживую-то друг друга и не видели. И это, наверное, даже и поделиться опытом очень важная история. Поэтому я думаю, что пройдет на ура, потому что, в принципе, большую часть билетов уже продали, но остаются места, и поэтому призываю наших радиослушателей, телезрителей не оставаться равнодушными, обязательно принять участие, приобрести билет, сделать свой вклад, в первую очередь, в нашу общую победу и, конечно же, познакомиться с теми действительно добрыми, честными, отзывчивыми людьми, которые, несмотря ни на что, оставили все свои дела и посвящают максимальное свое время именно добровольчеству, помощи фронту. Это помощь в тылу. Может быть, стать одним из вас, да? Да, это тоже, конечно, обязательно, наверное. Тимофей, вы один из участников концерта. Да, наша команда, ребята, те же, можно сказать, волонтеры СВО, которые непосредственно принимают участие в работе и помогают волонтерскому движению добровольцы. Каждый день они вместе с нашей дружной командой формируют так называемые адресные посылки для наших бойцов на передовую и отгружают гуманитарную помощь непосредственно, которая будет уходить уже на наши пункты распределения в новых регионах. И ребята прям очень сильно настроены, там обсуждения идут в группах с утра до вечера, кто как, потому что большинство ребят они выступать на сцене, а другие будут принимать участие как в организационной группе. Это огромный вклад, огромная подготовка, и, конечно же, будет очень круто, очень интересно, и мы надеемся, что мы сделаем так, чтобы этот концерт послужил объединяющей площадкой для всех волонтеров СВО и организаций Республики Саха-Якутия. Ну и, наверное, чтобы он был традиционным, да, вот на то время, пока эта помощь нужна будет. Может быть, выходил, каждый месяц, наверное, это сложно, такую программу готовить, да, но вот как-то через какое-то время, может быть, еще раз. Потому что, наверное, вам, вот самим волонтерам, тоже такая вот какая-то вот разгрузка нужна, да, такая смена, вот, и где-то проявиться в творчестве тоже. Это же тоже интересно, это и сближает очень сильно. Вы сказали, что билеты почти все проданы, но тем не менее, где можно приобрести еще тем, кто захочет прийти 23 апреля в 18:30 в ДК имени Кулаковского? Ну, действительно, можно приобрести на сайте ddn-afisha.ru, то есть это сайт непосредственно Дома дружбы народов имени Кулаковского, и подробности можно узнать по телефону 32 82 96. Это телефон кассы. В ДК Кулаковского. ДК Кулаковского, ну да. и туда, если что-то подойти. И можете написать нам в социальные сети. Народный фронт представлен во всех социальных сетях, поэтому не останется ваше сообщение незамеченным. Оно обязательно будет прочитано, и на него будет дан ответ. На сегодняшний день у нас и реализуются билеты по различным партнерским организациям, то есть люди приобретают, и, конечно же, я уверен, что концерт пройдет на ура. Это действительно такой сбор единомышленников, который, я думаю, покажет себя очень с положительной стороны. И действительно, это, наверное, надо будет сделать на постоянной основе, то есть регулярно, хотя бы там раз в квартал или раз в полгода проводить подобные мероприятия.
И тут огромное спасибо на самом деле руководству ДК «Дружбы народов», потому что на безвозмездной основе они нам выделили зал. Мы очень рады были этому. Это действительно мы понимаем. Это тема такая, конечно. Да, это... большой вклад. И наша задача, конечно же, максимально сейчас провести в масштабное это мероприятие, чтобы действительно зал был полон, и чтобы люди познакомились, люди пообщались и пополнили свои ряды добровольцев. Это тоже будет очень значимый вклад в добровольческое движение Якутии. Среди своих, получается, будет и в зрительном зале будут волонтеры, и на сцене будут волонтеры. И выступают волонтеры, и в зале будут, и семьи волонтеров придут. Конечно же, да, это вот... И хорошо бы, чтобы предприятия какие-то подключились, да, и, например, купили билеты для своих сотрудников, чтобы не только волонтеры были. А вот у нас, например, да, отделение Социального фонда России по Республике Саха-Якутия, они участвуют на сцене, будут выступать. То есть, да, правильно будет, если различные коллективы, у кого есть, возможно, задатки добровольчеству, да, там всего 2-3 человека где-то. Ну, мы знаем, в принципе, в каждом крупном предприятии так или иначе занялись плетением маскировочных сетей, поэтому если они в это сообщество вольются, то, естественно, у них и кругозор расширится, и, возможно, сейчас там же даже методы плетения чуть ли не каждый месяц какие-то новые. Они меняются. Они расцветку меняют, они по погодным условиям смотрят, они перенимают опыт, какие эти материалы использовать, потому что эти же сети не просто маскируют, они же реально защищают от FPV-дрона, к примеру, потому что если он не может сквозь нее прорваться, он застревает, то есть это спасенные жизни. Получается, что они очень необходимы, раз все время такие заказы поступают на... Их очень много, и каждый раз, когда отправляется очередная фура с гуманитарной помощью, это просто 1000 квадратных метров маскировочных сетей, которые плетут по всей республике. То есть это более 1000 человек, которые состоят в народных полках, ну, в волонтерском движении добровольцы. И Светлана является тем, наверное, ГОСТом или СНИПом, наверное, да, в этом моменте, который каждый раз, когда мы с ней приезжаем в те самые штабы, где плетут сети, тут как-то не так, здесь какое-то другое, то есть плетение, то есть все моментально, ну, меняется, то есть от запросов ребят с фронта до цехов, которые находятся здесь. И ну, наша задача главная, вот это наша большая команда Народного фронта, чтобы оказать все большую поддержку волонтерскому движению. Да, хочется, чтобы это поскорее все закончилось, да, и такие концерты, пускай были бы просто встречей, чтобы просто пообщаться. Встреча памяти, так сказать. Да, но, к сожалению, сейчас непонятно, да, насколько это все время, насколько это будет продлеваться. А какая программа концерта, какие будут звучать песни, какие будут звучать стихи, ну, это, наверное, больше к Тимофею, да, потому что вы один там из... Мы можем вообще, он просто зачитать вообще, как этот, как его... Да, кто принимает участие, давайте я зачитаю. Принимают участие волонтеры театра-студии «Хаят», Кирилл Кривич, Тамара Билан, дуэт «Гармония», ДШИ номер 1 города Якутска. Это, кстати, то самое ДШИ, которое так хотели перевести в различные издания, но мы его отстояли. Да, слава богу. Да, там из Тампонского улуса у нас ансамбль «Кюн», Чурапчинский улус, Мырыла. Так, Алданский улус у нас представлен, Чурапчинский еще раз, вот отделение социального фонда, с Момского улуса у нас Анна Лобанова, молодежное крыло мы уже сказали, из района Жатайский техникум приехали. Александр Сафронеев, ансамбль Кыалах Кыргыттара, школа вокала, не школа вокала, да, и Якут Недра, вот, кстати. И, конечно же, одни из наших в этом вопросе партнеров мощнейших — это НВК Саха. Вам огромное спасибо всем сотрудникам национальной телекомпании. И это огромная, на самом деле, наверное, идея это была больше их, вот это вывести в такое русло, и информационная поддержка очень мощная, и, конечно, хочется еще раз поблагодарить, пользуясь случаем, особенно находясь здесь у вас в студии. Вам спасибо за то, что вы так много делаете
для тех людей, которым необходима помощь. Почему вы решили вступить в Народный фронт? Вот вы, Дмитрий, вы, Тимофей. Зачем вам это нужно? В Народный фронт-то я еще пришел в 2016 году в качестве эксперта, да. Это было эксперт по малому и среднему предпринимательству. Потом в 2017 году в конце как раз-таки появилась молодежка Народного фронта. И я стал ее координатором. И это было новое абсолютно движение такое, которое необходимо было действительно раскачивать с нуля, и действительно у нас неплохо это получилось. Потом мы познакомились с Тимофеем как раз-таки на полях ковидных, когда мы просто, не покладая рук, развозили эти продуктовые наборы, адресные заявки выполнялись. Это было тяжелое время очень такое для всех, наверное, волонтерских организаций. Был вызов самый настоящий. Это сплотило, кстати, большое количество людей, молодежи. Наши ребята уже некоторые из молодежи выросли, и даже одна из наших участников молодежки, да, она сейчас телеведущая на Якутии-24, Дарья Короленкова, то есть это, можем с гордостью сказать, наш выпускник. Передать ей привет, да, можем, пользуясь случаем, передать привет. У нас очень талантливые ребята, в различных направлениях сейчас трудятся, и это на самом деле тоже, вот это добровольчество, оно объединяет. Ну, а на сегодняшний день оно действительно приобрело событийный такой характер. Все мы на рельсах специальной военной операции. Но вот ребята ежеквартально фактически выезжают у нас с молодежки в зону приграничия, зоны специальной военной операции с гуманитарной миссией. Как раз-таки вот с собой везут в том числе вот эти материалы, которые гуманитарную помощь для ребят. Добровольцами собираются. Тимофей более подробно расскажет, как раз у них запланирован выезд. Берегите себя. Сегодня вот у нас в рабочем чате, у нас у коллеги сын погиб на СВО. Я прямо сегодня с самого начала, с разбитым сердцем. Светлане и Галине еще хочу пожелать здоровья вашим волонтерам. Вот Светлана должна была быть в эфире мы с ней списывались, но немножко на другую тему. Но наверняка бы она тоже сказала про концерт. Вот, а Галина заболела сегодня к эфиру. Да, я знаю. Вот именно мы с ними всеми на контакте, в одной группе, все общаемся, взаимодействуем. У них очень большая нагрузка, прям, именно вот по подготовке к концерту. Это прям большие надежды, большие желания и, конечно же, более эмоций, настроения, да. Вот. А что касается того, отвечу на вопрос, пока что касается гуманитарной миссии. У нас минута осталась. Да, я могу кратко рассказать, что ребята одними из первых выезжают в новые регионы, Донецк, Луганск, сейчас вот предстоит выезд в Курскую область. То есть одна из первых в этом году гуманитарных миссий это была Республика Саха-Якутия. Вот, ребята из Якутска и Алдана. И стараемся все больше и больше привлекать молодежь активную, чтобы они ехали и работали на тех же гуманитарных складах и помогали по своей специальности в военных госпиталях нашим бойцам. Спасибо вам большое, сил вам, здоровья и храни вас Бог. Друзья, 23 апреля, 18:30, Дворец культуры имени Алексея Кулаковского. Приходите на концерт, билеты можно купить в кассе ДК Кулаковского, либо на сайте. Пусть все будут живы и здоровы. Всем хорошего вечера.